Я стал политическим заключенным, а моя бывшая супруга сейчас одна из самых основных звезд белорусской эстрады, которая пропагандирует все, что транслирует лукашенковский режим. Я участвовал во многих мероприятиях в 2020 году. И однажды, меня схватил ОМОН, разбили мне машину, разбили меня всего. Политических заключенных там прессуют на каждом шагу, и ты ходишь постоянно в этом стрессе и постоянно боишься. Поэтому я решил сесть на сухую голодовку. 2 раза у меня было это приключение, испытание. И дважды я резал себе вены. Вітаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа дапамагчы. Ствараючы маленькія цуды адзін для аднаго штодня, у выніку мы ствараем вялікі цуд нашай будучай вольнай Беларусі. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні наших герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Мой герой сёння Сергей Гунь, дырыжор, саксафаніст, палітвязень, які прайшоў праз жорсткія рэпрэсіі. У турме ён неаднойчы трымаў сухую галадоўку, рэзаў вены, але не зламаўся. І цяперака, пасля 2,5 гадоў калоніі, ён спрабуе аднавіць сваё фізічнае здароўе. Цікава, што ягоная былая жонка у той час супрацоўнічае з нявесткай Лукашэнкі і спявае ў аркестры сілавікоў. Давайце паслухаем гэтую гісторыю. До 2020 года у меня было свое ивент-агентство, все шло хорошо, я был успешным человеком, неплохо зарабатывал. Все было прекрасно, за исключением того, что я понимал, что могло бы быть все гораздо лучше и не только у меня. При этом, конечно, да, те усилия, которые я прикладывал, они могли бы монетизироваться в десятки раз лучше, если бы я жил, например, в Польше в это время, а не в Беларуси. Я белорус, я патриот, я люблю свою родину, и поэтому я принципиально оставался там. Хотя со студенческих времен у меня была куча предложений, чтобы уехать куда-то и строить свою успешную жизнь там. Но нет, я уперто трудился и старался, чтобы на родине как-то пригодиться. Я участвовал во многих мероприятиях в 2020 году. И однажды, меня схватил ОМОН, разбили мне машину, разбили меня всего. Черепно-мозговая травма, все тело синее, стандартный комплект на то время. Взяли меня, арестовали меня якобы за мои посты в Фейсбуке. И предъявили мне участие в несанкционированном мероприятии массовом. За это меня взяли, сразу мне предъявили 342-ю статью, потом проводили разные экспертизы, лингвистическую, психолого-лингвистическую, там еще какую-то. Пытались найти в моих постах состав преступления. Вроде как не нашли, но в деле была приложена служебная записка из ГУБОПика, и там было написано, что эти посты являются преступлением. Изначально мне предъявили 342-ю статью, потом добавили еще 130-ю, и именно по 130-й статье меня осудили на 2,5 года лишения свободы. При задержании у меня эти странные ребята в зеленых формах и представители ГУБОПика украли, там очень много техники, деньги украли, и техника дорогая была, потому что я в профессиональной сфере деятельности ее использовал. В протоколах это нигде не написано, просто унесли и унесли. При этом у меня было 600 голов птицы, куры, я занимался разведением курей, значительная часть была именно цыплят маленьких разных, и только у меня вылупились в ночь перед этим какие-то цыплята, и были уже постарше, там, и месяца 2 и 3. Да, и, к сожалению, какие-то цыплята именно они погибли,
потому что взрослые курочки все остались живы, но их потом раздали за символические деньги добрым людям, чтобы в хорошие руки. Любовь к природе, она заложена в каждом человеке. Во мне она вот проснулась в последние годы перед вот этими событиями 2020 года. И да, я вовлекся прям вот в деревенский этот быт. Мне очень нравилось. Изначально это было как хобби, но потом вот после очередного моего приключения в Окрестино я уехал уже в деревню и там жил последний год до задержания там. И как-то вот так Вселенная послала мне мысль попробовать завести курей. Вот, и я купил первых курочек, и потом как-то оно затянуло меня, и я прям целое царство такое устроил. И были у меня планы просто гениальные. В тюрьме у меня нет никаких возможностей как-то противостоять режиму и вот этой несправедливости, которая происходит. Поэтому я решил сесть на сухую голодовку. 2 раза у меня было это приключение, испытание. И дважды я резал себе вены. Первый раз, когда я вскрылся, это прошло как будто незамеченным. Мне там перебинтовали руку, как-то, в общем... В итоге я опять оказался в ШИЗО и вскрылся еще раз. И вот после 2-го раза тогда поднялся кипиш там в зоне. Руководство всполошилось. И в итоге мне облегчили условия существования там в этой зоне. Вот последние там несколько месяцев, которые у меня оставалось. Самое сложное было то, что там невозможно терпеть вот это постоянное унижение и вот это полное отсутствие справедливости, оно, конечно, угнетает очень сильно. Да. Политических заключенных там прессуют на каждом шагу, и ты ходишь постоянно вот в этом стрессе и постоянно боишься. Потому что, что бы ты там ни сделал, куда бы ты ни пошел, как бы ты ни ступил в сторону, ты все равно залетаешь и получаешь нарушение, а нарушение приводит к тому, что ты попадаешь в ШИЗО. По образованию я музыкант, саксофонист, дирижер оркестра. И, естественно, музыка всегда, всю мою жизнь помогала мне, создавала настроение, не знаю, вдохновение пробуждала во мне. В тюрьме с этим было сложно. Когда я сидел в Могилеве в СИЗО, потому что поездил по этапам, прежде чем поехать в зону, там включали радио, весь день играло радио, и одни и те же песни крутились. И, естественно, это тоже было в какой-то степени пытка. Песня «Александр», я не помню, там какие-то еще были, прям тошнило и, хотелось на стены лезть, когда слышишь по 8 раз в день эту песню. Или там «Батька у них крутой какой-то». На зоне, когда я был, там музыки было мало, потому что только по телеку клипы с утра можно было посмотреть в этой общей комнате, а так, в принципе, музыки мы не слышали. Но когда я уже попал в ШИЗО, последние полгода, у меня была прекрасная возможность. Вдалеке, там в коридоре играло радио, и можно было слышать какие-то музыкальные композиции. Да. И там я услышал впервые за время моего срока свою бывшую супругу. Наш мир состоит из разных красок и оттенков, а у меня такая ситуация интересная, разделилось все на черное и белое. Да, я стал политическим заключенным, а моя бывшая супруга сейчас одна из самых основных звезд белорусской эстрады, которая пропагандирует все, что транслирует лукашенковский режим. Моя супруга работает в милиции белорусской. Она сейчас фаворитка белорусской эстрады. Пишет песни совместно с Анной Силук. Это как раз-таки невестка Лукашенко. У нее поперла карьера. Она сейчас на волне, получила лейтенантские погоны. Во всех концертах участвует. Выходя из белорусской тюрьмы, чувствуешь себя, конечно, мягко говоря,
в разобранном состоянии. Психика работает как-то очень своеобразно, голова работает совсем плохо. Плохо в смысле, что не хватает оперативной памяти прям катастрофически. Бывало, что я просто беру телефон, хочу посмотреть или позвонить кому-то, и сижу 5 минут, смотрю на него и думаю, а зачем я взял телефон в руки? Ну, естественно, да, здоровье там пошатнулось очень сильно, потому что там вот эту кашу, которую мы постоянно бесконечно ели, гнилую картошку и 2 яйца в неделю, ну, как бы там ни витамин, ничего, ну, нам не давали даже никаких овощей, фруктов, вообще ничего такого ни разу не было. Это, ну, и зубы летят, и суставы летят, и желудок, ну, все, в общем, наверное, что можно в организме, плюс это все еще подкрепляется здорово вот этими стрессами, и нервная система, конечно, дает еще большие сбои на весь организм. Поэтому не знаю, сколько придется мне восстанавливать физически и психологически себя, но предполагаю, что это очень долгий процесс и, наверное, гораздо дольше, чем я отсидел. После тюрьмы еще голова совсем плохо работает. Неожиданно это было для меня. И с ребятами разговариваю, да. Год, как минимум, нужно, чтобы хоть как-то привести мозги в порядок. Плюс, село здоровье очень сильно. Я проходил обследование, да, и, много есть проблемных моментов, которые нужно сейчас лечить. Я приехал с одним маленьким рюкзачком. Естественно, у меня с собой ничего нет, и в этом сложно выживать, поэтому я был вынужден обратиться, чтобы устроили мне персональный сбор ребята, и надеюсь, что соберу деньги на первое время, чтобы как-то здесь осмотреться, обжиться. В прошлой жизни, до 2020 года, я часто помогал людям, друзьям, близким. У меня были какие-то на это возможности, хоть и небольшие, но все-таки никогда не мог подумать, что сам окажусь в такой ситуации, в которой оказался. И такое неловкое для меня это сейчас состояние, но я вынужден был обратиться к ребятам из Байсола, чтобы они помогли мне с персональным сбором и собрать какие-то деньги, чтобы сейчас можно было хоть как-то восстановить здоровье свое и здесь адаптироваться на жилье хотя бы на пару месяцев. И лекарства, да, антидепрессанты и все такое. У меня есть мечта всей моей жизни. Я хочу построить экодеревню. И здесь как раз-таки я понимаю, что возможностей гораздо больше. Здесь и законы проще, и поддержка бизнеса здесь тоже очень на высоком уровне. Здесь, в отличие от Беларуси, не угнетают бизнес, а наоборот помогают ему развиваться. Поэтому в перспективе я, конечно, хочу построить экодеревню. Для начала хочу купить какой-то домик где-то заброшенный, где-то в хорошем, красивом месте. Своими руками, естественно, там приведу все в порядок. Я просто хочу, чтобы опять же и политзаключенные, которые приезжают, могли там проходить реабилитацию, тем более, что я сам прохожу сейчас это все, и я знаю, как помогать моим друзьям, которые будут выходить. И как раз-таки и для белорусов сделать это такое какое-то место, такое наше белорусское, прям на территории Польши. Поэтому я уверен, что когда я приду к этому хотя бы на домик этот старенький, мне кто-нибудь поможет. Калі у вас ёсць жаданне падтрымаць Сяргея ў гэты няпросты час, можна далучыцца да збора на пляцоўцы Байсол, альбо наўпрост напісаць да нас з вашымі прапановамі падтрымкі. Гэта можна зрабіць з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там и родима. Если на мою просьбу откликнутся добрые люди и мне удастся собрать сумму больше, чем необходимо, я наконец-то осуществлю свою мечту. Куплю себе крутой саксофон фирмы Сельмер. Или хотя бы Ямаху. Всю жизнь о нем мечтал. А вдруг случится чудо?